Сегодняшнее заседание мы проводим в формате видеоконференции. В текущих условиях во взаимодействии с федеральным центром мы должны сосредоточиться на реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и стабилизации социально-экономической ситуации в наших регионах. В этой связи сегодня в рамках совещания мы ознакомимся с антикризисными мерами, реализуемыми в регионах АИР, и сформируем общую позицию относительно необходимой федеральной поддержки. Так, по республике мы уже приняли ряд мер поддержки малого бизнеса и отдельных категорий граждан. В республике утвержден соответствующий план мероприятий, ведется ежедневный мониторинг цен на основные товары, проводится оперативный мониторинг рынка труда. Нами подготовлен комплекс программ поддержки предприятий, не вошедших в федеральный перечень пострадавших отраслей, льготные кредиты под 1% первые 6 месяцев, субсидирование процентной ставки по кредитам, обнуление комиссионного вознаграждения по поручительствам гарантийного фонда на первые полгода, субсидирование затрат малого бизнеса в сфере общепита по оплате услуг сервисов доставки еды, предоставление отсрочки арендных платежей за недвижимое имущество, находящееся в республиканской и муниципальной собственности, ну и ряд других мероприятий. Все программы подготовлены с учетом предложений предпринимателей, в том числе высказаны в ходе проведенных с моим участием онлайн-встреч. Таких встреч было уже 6. Сложившаяся ситуация большое значение имеет решение социальных вопросов. В Республике Татарстан работают 4800 волонтеров, которые доставляют продукты, товары первой необходимости нуждающимся гражданам. Отменена абонентская плата за детские сады на период изоляции. Расходы на себя принимает республиканский бюджет. Закуплен 2000 планшетных компьютеров для малообеспеченных семей по организации дистанционного обучения детей. Для обеспечения режима самозанятости в республике мы создали свою систему электронного сервиса по выдаче разрешений на передвижение. Есть единый номер 2590 СМС-ка, она работает у нас уже с 1 апреля. Наша республика в кратчайшие сроки нарастила производство средств индивидуальной защиты. Развернуты дополнительные линии по производству масок, одежды, закуплено 8 комплексов автоматов по производству масок. Основной производитель антисептических средств, это акционер общества «Аромат», увеличила выпуск гигиенических гелей в 35 раз. Также компания «Татнефть» организовала производство дезинфицирующих средств на базе своих производств. Уважаемые коллеги, в такое непростое время мы должны еще более укреплять межрегиональные связи. Сегодня Республика Саха-Якутия отвечает годовщину своей государственности. Якутия динамично развивается и вносит весомый вклад в укрепление российской экономики. От имени ассоциации хочу поздравить нашего коллегу Александра Сергеевича Николаева и всех жителей Якутии с Днем Республики, пожелать им здоровья, благополучия и, конечно же, процветания. Вот мы его видим. Давай аплодисментами мы поздравим наших коллег. Уважаемые коллеги,
Следующий режим работы будет под руководством нашего директора ассоциации. Иван Владимирович, вы как модератор, прошу приступить к работе. Пожалуйста, Иван Владимирович, вам слово. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.